пополнение государственной казны, это, конечно, важно, но можете ли вы привести примеры, когда эта система помогла обычным водителям разобраться в какой-то ситуации, разрешить дорожный спор, которых так много у нас? Тут тоже ситуация не совсем простая. Смотрите, технологически сам комплекс нарушений ПДД, он фиксирует материалы в виде фотографии. Вы же, ну, если кто-то получал, видели фотографии, ну, там обстоятельства и что нарушено. Это узко заточенный комплекс, там сертифицированный. И, как правило, по этим материалам они все они являются там персональными данными. И фактически мы, кроме как в ГИБДД, их отдать не можем. Да? И мало того, я вам скажу, по этим материалам обстоятельства ДТП, то есть он ДТП даже не зафиксирует. Он фиксацию делает именно самого нарушения. Да? То есть если там стоит на скорость, то вот только скорость и зафиксирует. Если это стоит на пресечении там, линии или проезд на красный свет, он это зафиксирует. Зафиксировать могут только те камеры, которые стоят на рубежах, так называемые обзорные камеры, которые снимают видео на обстановку на рубеже, материалы которых могут использоваться дополнительно там, в суде при доказательстве, да, фактов нарушения. Эти камеры, да, могут, с них материалы пригодиться, да, для таких случаев, если ваш автомобиль каким-то образом, там, допустим, на данном перекрестке произошло ДТП и вы попали в обзорную камеру. Но тут опять есть сложности, связанные с тем, что фактически, как я сказал, мы технический оператор, мы материалами не управляем. Вот материалы с этих камер, они попадают и имеют доступ в дежурную часть. Там они могут использовать, и, как правило, если идет какое-то следствие, разбирательство, ну, по запросу там, правоохранительных органов материалы могут извлекаться. Поэтому фактически факты такие были, люди обращались, материалы выдавались, но, как правило, это с привлечением правоохранительных органов. Но вам не говорили, вот спасибо, вот система помогла? Понимаете, нас не видели по результатам окончания разбирательства, может быть. Обидно? Видите, мы вынуждены, опять же, в рамках законодательства все это делать. И уже даже обсуждалось, даже вот, в администрации мы как-то обсуждали, сейчас вот в рамках развития умного города есть мысли попытаться дать возможность гражданам получить доступ к какому-то видеоконтенту. Важно тут соблюсти определенные нюансы, связанные там, во-первых, там, и с персональными данными, и какими-то ограничениями, в том числе со стороны правоохранителей. Да, но в целом, возможно, когда-то это можно будет решить, потому что, допустим, в общественных местах, в общем-то, съемка разрешена. Да? В общем, эти вещи, надо над ними еще работать. Как это организовать? Пока фактически юридических возможностей нашему учреждению дать в общий доступ такие материалы, у нас такого права нет. У нас есть подписанные соглашения с участниками, все задокументировано, оформлено соглашениями, кто, кому, для каких целей. Даже для МВД мы все материалы, все прописаны, для каких целей они могут использованы быть, и в том числе, какие у них есть ограничения по использованию этих материалов. Все очень строго с этим.